Добрый день, дорогие зрители, я Лачим Манишев, вас приветствую с Бундесплаца. Сегодня у нас митинг поддержки Украины. Я тут увидел вот за моей спиной такой флаг, белый с синим. И было очень интересно, и подошел к этому товарищу, и выяснилось, что они убрали красный цвет, и пускай остальное сам скажет. Представьтесь, пожалуйста. Сергей Половинкин. Вы гражданин России? Я гражданин России, да, я живу в Швейцарии 11 лет. Отлично. Вот этот флаг, вот где красный цвет, куда дели? Красный цвет с этого флага убрали, как цвет, ну вообще это как не цвет крови в принципе, но в данном случае это цвет крови, и триколор у всех сейчас в мире ассоциируется как с нацистской символикой в принципе. То есть вы признаете Путина убийцей? Безусловно, конечно. И вот то, что он в Украине творит, а что может об этом говорить? Но что об этом сказать, это ужасно, конечно, все. Это фашизм, это фашистское государство, то, что Путин сделал с Россией. А вы в курсе, что это не только Украина, во многих странах Путин это натворил? Например... Конечно. Началось это гораздо раньше. Началось это и Молдова, и Грузия. И если его не остановить, он пойдет дальше. Это а Чеченская республика Ичкерия? Ну, безусловно. А вы в курсе, там сколько людей, гражданских лиц убили? Конечно. Сколько? Нет, я число точно не знаю, но это огромное количество. А я знаю, 300 тысяч мирных граждан. Из этих 300 тысяч 45 тысяч. Это трагедия. Это дети. Это трагедия. Это дети. Трагедия, конечно. А как вы считаете, Чечня это Россия? Это дело чеченского народа решать. Нет, дело чеченского народа они давно решили. Они в 1991 году провозгласили свою независимость. И вопреки всему этого, по преступному приказу Ельцина, вторгались в Чечню и убили там мирных граждан. И в 1997 году, 12 мая, между Аслом Масхадовым и Ельцином был подписан межправительственный договор о мире. И после этого, как вы думаете, Чеченская республика Ичкерия – это субъект России или независимое государство? Но на данный момент это субъект России. Не, это вообще, ваше вопрос. мнение, это как вы считаете правильно? Я не могу сказать. Вот, знаете, я открыто, извините еще раз, как вас зовут? Сергей. Сергей, я вам честно скажу, я ни одному русскому либералу не верю. Я не лицемер, я правильно, я все люблю говорить, потому что я азербайджанец, но в то же время я являюсь гражданином Чеченской республики Ичкерия. Чечня никогда не была Россией и никогда она не будет. Хотят это русские или нет, мы добьемся деоккупации Чеченской республики Ичкерия. Я свидетель в 90-м году, 20 января, как русские танки нас давили в Баку, безоружных людей. Я не верю ни Навальному, ни Ходорковскому, ни Милову, ни одному русскому либералу не верю. Хотите на меня обижайтесь, хотите. Нет, это правда. Но это ваше право, верить, да. не верить. Как бы вы ни убрали оттуда красный цвет, это и двухголовый орел, считайте, это двухголовый петух. Вы его считаете своим гербом. Я Россию как государство не признаю. И я считаю, что Дагестан, Башкирия, Татарстан, Бурятия – это все оккупированные земли. И Россия должна состояться из Демократической Республики Московия в границах Московской области. Вот это будет настоящая Россия, демократическая Россия. И целое поколение должно вырасти, чтобы мы верили русским. И я не русофоб. И русофобия вообще это КГБшнее такое выражение, чтобы этим как-нибудь, как оружие этим защищаться. Нет, и теперь я у вас спрашиваю, Чеченская республика Ичкерия – это Россия? Но я же вам уже говорил до этого. Это не Россия. Вы должны это сказать. Чечня – это право. не Россия. Не надо мне... Я хочу, чтобы этого русские вы должны признать. Мне... Это не ваша территория, это не Россия. Не надо мне вкладывать слова. Я скажу то, что я считаю нужным. Но считать так, как вы считаете, это ваше право. Я из Чувашской республики вообще-то. Да. И по национальности... между прочим, Чувашская республика – это тоже не Россия. Это должна быть Чувашская демократическая республика. Это будет решать народ каждого региона, да. Поэтому... И мы в Чувашской республике решим сами, Россия мы или нет. Слава Украине! Героям слава! Спасибо большое! Да не за что! Огромное Я говорю, нет, как вы считаете, это ваше дело, в принципе. Нет, это считается международное право. В Чеченской республике Ичкерия прошла президентские выборы. И там были наблюдатели из ОБСЕ. ОБСЕ, если это считает легитимными выборами, значит это свободная республика. Чеченская республика Ичкерия. Это не Россия. Это временно оккупированная Чеченская республика. И, иншаллах, очень скоро мы там поднимем снова этот флаг с этим волком, с гербом Чеченской республики Ичкерии.
И вас тоже будем приглашать к этому церемонии. Парад Победы в Грозном. Ну, вам удачи. Как решит чеченский народ, так и должно быть, я считаю. Поэтому... Чеченский народ давно решил. А то, Так- что так там, же, как и- то, что там петухинцы Путина это считают субъектом России, это не Россия. Чечня никогда не была Россией, никогда не будет. До свидания, огромное Да, спасибо. До свидания, до свидания. Ну, спасибо. До свидания, мои дорогие подписчики. Поставьте лайки и поделитесь. Слава Украине!